Несмотря на раннее утро, во дворе уже жарко. Растоплена печка, кипит вода в самодельной бочке. Так в семье Сыдыковых начинается рабочий день. Вот отсюда снимайте, отсюда виднее. Бектурсун привык отдавать приказы. Работа у него такая. Он отвечает за каркас юрты. Тут без твердости характера не обойтись. Я обычно засовываю руку, чтобы узнать, нормальная ли температура. Если возникает жгучая боль, то все нормально. Одной щели достаточно, чтобы убить весь труд. Труд действительно сложный и кропотливый. Для начала Бектурсуну нужно размягчить жерди. Когда-то предки закапывали стволы деревьев на несколько дней в помет. Сегодня просто используют пар. Вот здесь 20 жердей. В основном это ива или тальник. Уходит 12 литров воды. Успели снять? А теперь давайте я закрою, а то температура спадет и они остынут. На тепловую обработку уходит 10 минут. Нужный изгиб Бектурсун придает с помощью станка – тес. Метод дедовский, но другого инструмента в хозяйстве нет. На этом станке работали мой отец и дед. Он достался мне по наследству. Видите, я сейчас делаю уук. Ну вот, пока я с вами разговаривал, палка остыла. Надо снова класть ее в бочку. В семье Сыдыковых делают юрты все без исключения. Для Улана детское развлечение ездить с отцом в соседнее село за деревянными балками обернулось профессией. Теперь Улан – незаменимый человек в семье. Он стругальщик. Сейчас я делаю кереге. Меня никто не учил. Смотрел с детства, там и наловчился. Красят жерди традиционно в красный цвет. Раньше, рассказывает Мирлан, использовали кровь животных. Она придавала особый оттенок. Но сегодня необходимости в такой экзотической технологии нет. Мы, конечно, красим обычной краской. После оставляем на солнце. Самое сложное – это крепление стенок юрты. Используем, как и раньше это делали наши предки, кусочки сырой кожи. Заказы разные бывают. Просят оставить юрту бесцветной. Мол, мы сами покрасим ее в нужный нам цвет. Мы объясняем, что как бы юрта кыргызская, но все равно не понимают. То, что желание клиента закон, семья уже усвоила. Ведь в селе Кызылту юрты мастерят в каждом доме. В прошлом году выполнили 200 заказов. В этом поступило столько же. Чтобы продвинуть свой товар, мало трудолюбия. Нужно еще и выделиться среди богатого разнообразия. Подходим к своей работе с творчеством. Стараемся придумать что-нибудь свое. Конечно, до драки не доходило, но конкуренция большая. Конкуренция сделала свое дело. Ракима Апа в борьбу за прибыль вступила почти в рукопашную. День и ночь она придумывает новые узоры. Это почти как соревнование. Ткать приходится по старинному методу, а узоры стараюсь придумывать современные. Сложно, конечно, мы же не соревновались раньше. Мужское дело сделать юрту, женское украсить ее и обустроить. Это намного тяжелее, рассказывает мастерица. Заработок зависит даже от цвета кисточек. Чем богаче расцветка, тем дороже. Дополнительные аксессуары приветствуются. Можно украсить их бусами, как их там называют? Да, стразами. Ну, в общем, творим. Сейчас Ракима Апа работает над очередным творением. Плетет новый рисунок из 10 ниток. Бывалые рукодельницы распознают в нем старый узор – когти беркута. Но немного математических действий, и нитки уже рассказывают совсем другую историю. Вот я сейчас считаю нитки. Это узор 10 ниток. Это арифметика. Вот 1, 2, 3. Уже по-другому выглядит. Жалко, что только нитки не киргизские, не собственного изготовления, а не китайские. Зато их моль не ест. Заказчики просят как раз китайские нитки. В шкатулке еще много секретов и идей, шутит мастерица, но не для посторонних глаз. Главное – сохранить традиционные элементы, а улучшенное качество никогда не лишнее. В качестве эксперимента Сыдыковы недавно приделали к юрте крыльцо из кафеля. Так необычный бозуй забрали сразу же. Двери мы делаем уже не как раньше, а по собственному дизайну. Конечно, то, что в юртах есть уже электричество, газовая плита, не новость. Но вот вместимость мы увеличили. Теперь не 5 человек могут вместиться, а все 150. Жалко только то, что мы стараемся, делаем юрты, хотим сохранить нашу историю, а наши земляки используют юрту для митингов. Мы же сами топчем то, что сделало нас людьми. Говорили же раньше, в бозуй нельзя входить с оружием. Примета плохая. А мы саму юрту используем как оружие.
Максимум 2 недели, и этот бозуй уедет к своему заказчику, радуются сыновья, в далекую Францию. Зачем французам кыргызская юрта, ребята спросить постеснялись. Но впредь решили работать только для зарубежных клиентов. Не потому что платят много, просто к истории кочевого народа они относятся бережнее и уважительнее.